Почти 3 часа перелета, и самолет Казань-Баку приземляется в местном аэропорту. У большой делегации Татарстана масштабная деловая программа. Гостям прямо на берегу Каспия рассказывают, как изменилась прибрежная территория за последние десятилетия. Ничего не делали. Вода просто ушла. Сейчас немножко вода уходит. С понижением. Уходит, да? Уходит. Много? Много. Из центра Баку гости отправляются в комплекс «Вечный огонь». Здесь Рустам Минниханов почтил память погибших. На аллее почетного захоронения президент возложил венок к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и цветы к могиле его супруги Зарифы Алиевой, родителям действующего президента республики. А уже во время личной встречи с Ильхамом Алиевым Рустам Минниханов поблагодарил его за внимание к развитию связей между республиками. Они как надежный фундамент отношений России и Азербайджана. В прошлом году товарооборот между Татарстаном и Азербайджаном превысил $70 миллионов. За первое полугодие 2022 уже 60 миллионов. Мы здесь не первый раз, и Азербайджан – это стратегический партнер нашей страны, России. Наши президенты постоянно контактируют, и сегодня после пандемии мы хотим еще активнее наладить наши контакты. Один из крупных партнеров – КАМАЗ. Его официальный дистрибьютор в Азербайджане – Яджинский автомобильный завод. Сейчас действует 2 сервисных центра, строит 3-й. Сегодня говорили об использовании транспортных и логистических связей в Волжско-Каспийском бассейне. Обсудили сотрудничество в энергетике, промышленности, автомобилестроении и нефтехимии. Есть много интересных проектов как в части нашего бизнеса, и, конечно же, мы должны активизировать возможности азербайджанского бизнеса, чтобы они тоже развивались в нашей стране, в России, в Татарстане. Обязательный пункт в программе президента – встречи с местными татарами. В Азербайджане их более 27 тысяч. Этот устав татарского общества Яналь в азербайджанской естественно. История татар в стране. Как сохраняют язык и чтят культуру. Об этом Рустаму Минниханову рассказывают на выставке. Сегодня в Азербайджане действует отделение Ак-Калфак, общество родного языка, и центр татарской молодежи Яшлек. Татарская община Азербайджана ежегодно проводит огромное количество мероприятий, посвященных важным датам нашей общей истории, национально-исторических событий, память о легендарных личностях и славных героях татарского народа. Рабочий визит продолжился масштабным деловым форумом. Здесь собрались представители крупных промышленных предприятий Азербайджана и Татарстана. Рустам Минниханов отметил высокий потенциал сотрудничества в сфере высоких технологий, медицине, судо- и автомобилестроении, а также в нефтехимии. В свое время и сам Татарстан называли вторым Баку. Такое название закрепилось за республикой в 40-е годы, когда открыли Ромашкинское нефтяное месторождение. Сегодня половина всей промышленной продукции идет на экспорт, подчеркнул Рустам Минниханов. Активно работаем с внешним миром. Большое внимание уделяется инновациям и новым технологиям. Республика Татарстан – один из лидеров в рейтинге состояния инвестиционного климата в России. И, конечно же, в наших многих проектах принимают участие иностранные компании. Сегодня Татарстан занимает ведущее место среди экономических партнеров Азербайджана. Азербайджанская республика поддерживает торгово-экономические связи почти с 80 субъектами Российской Федерации. Примерно с 20 из них подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С 4 субъектами, в том числе с Республикой Татарстан, созданы межправительственные комиссии. И сегодня Рустам Минниханов встретился с премьер-министром страны Али Адаята. Как отметили, теплые отношения между регионами зародились благодаря личной дружбе первого президента Азербайджана Гейдара Алиева и первого президента Татарстана Ментимира Шаймиева. Главная задача сегодня – сохранить это наследие. Рамиль Галиуллин, Алена Струминская, Марат Саидгараев, ТНВ, Азербайджан.